Да, конечно. То есть, заранее надо все таки сказать то, что я разработчик. Мы делаем, продукты, веб-интерфейсы, ускоряем процессы. То есть мы работаем именно непосредственно над платформой, на которой работают исследователи. И я являюсь вот разработчиком. То есть Мгм. на данный момент я являюсь именно веб-разработчиком. То есть я работаю над отдельными страницами, там, не знаю, страницами продуктов, где, получается, исследователи могут получить то, что им нужно. Они могут, например, нас попросить что-либо там создать, например, что сделает их работу побыстрее, поудобнее, и Мгм. организовать, например, что-то. То есть мы именно используем, скажем, кодирование, чтобы решать проблемы исследователей. Еще с чего вы начинали свой, путь в IT? Скажем, первый раз программировать я начала в университете, то есть на первом курсе. И то тогда я бы, наверное, не особо понимала, что я делаю, потому что мы начали изучать сразу C++, а C++ считается немножко сложноватым языком для начинающих. Люди находят Python более таким легким, таким понятным, скажем так, более близким к нормальному языку, то есть к английскому в этом случае. А C++ там есть своя специфика, и поэтому немножко сложно для начинающих. И тогда вот на первом курсе я начала уже думать, что, возможно, я бы не хотела свою жизнь, всю свою жизнь провести программируя, либо работая в этой, получается, сфере. А потом, когда я перешла на магистратуру в Венгерский университет, там учеба была намного легче, у меня появилось очень много свободного времени, и было очень классно стажироваться, то есть то же самое время. То есть полнедели я проводила на стажировке, полнедели я училась. И по сравнению с учебой стажировка была намного-намного интереснее. И там мы создавали продукт, который использовался отделом кадров IBM. То есть IBM — это самая такая крупная технологическая компания мира. Мгм. Мы для них создавали вот программу, которая бы облегчила их наем сотрудников и как они этих сотрудников потом приспосабливают к компании. А, Да. вот, расскажите, пожалуйста, а на каких, языках программирования вы, например, работаете сейчас? Сейчас, получается, наш проект, он на TypeScript, то есть это такой более модифицированная версия JavaScript, и Java. Мы используем Angular и местами, получается, используем вот React. С какого языка программирования вы начинали? Ну вот, я начинала с C++, но это было очень так болезненно. Мгм. И потом мы перешли на C, тоже болезненно, скажем, я бы сказала, еще более болезненный, чем C++. Из тех языков, которые мне нравятся, это, наверное, Python, но он такой очень такой понятный, очень такой короткий в основном. В питоне можно задавать, какие-то значения, переменным, и это Мгм. может, облегчить работу. Вот поправьте, если я ошибаюсь. Да, это так и можно, и я бы сказала, почти, наверное, в каждом языке программирования можно это сделать. То есть Мгм. вы можете, значение, а, передать переменной, и эта переменная, она будет оставаться у вас вот в Мгм. функции, либо в программе. Наверное, переменная — это, наверное, самый такой, а, одна из таких больших кирпичиков того, как мы делаем программу, потому что без переменных это почти невозможно делать. Как вы думаете, вот искусственный интеллект сейчас — это какая-то такая, еще будущая мечта или это уже новая реальность, с которой нужно Ну, проживать? пока что это точно не реальность. То есть то, что на данный момент мы имеем, это не совсем искусственный интеллект, это, скажем, умные программы, которые были написаны, скажем, за счет математических алгоритмов, которые ученые тоже придумали, скажем так. Но на самом деле, что они делают, они не совсем вычисляют результат, скажем, больше они предугадывают, потому что то, как модель создается, она просто учится за счет огромного потока данных. Есть, получается, пара методик, например, тест Тьюринга. Ты берешь рандомного, ну, не рандомного, скажем, человека, сажаешь его, не знаю, за одно окно, и по ту сторону человек. И в такой же комнате, получается, есть машина, и по ту сторону вот стены машина. И потом да, экспериментально вот вводятся люди, и они вот должны прочитать коммуникацию либо с человеком, либо с машиной. Вот этим вот экспериментаторам можно задавать вопросы всякие, либо машине, либо человеку. И если в итоге экспериментов, получается, люди либо не поняли, кто есть человек, кто есть машина, это означает, что машина уже достигла уровня интеллекта человека, и можно уже обозначать этот интеллект искусственным интеллектом.
Вот вы состоите в команде, которая тоже там изучает, разрабатывает, пытается понять, что нужно делать, да, может быть, для того, чтобы создать искусственный интеллект. Мне кажется, все человечество так и двигалось в таком темпе, то что, не знаю, когда вот первый человек, который нашел огонь, он, наверное, не думал, что мы дойдем до этого уровня, но он, наверное, знал, что, используя огонь, типа, будет, получается, развитие какое-то. Мне кажется, то же самое и как у нас, то есть, возможно, мы не создадим искусственный интеллект в данном, скажем, веке. В конце концов, получается, человечество, наверное, именно является развивающейся, скажем, не знаю, чем, развивающимся, может, организмом, либо, не знаю, как. Вот вы всегда себя представляли в сфере, которая будет заниматься искусственным интеллектом? Получается, мне всегда нравилось читать, получается, научную фантастику. Сказки — это был, получается, такой огромный массив, скажем, как платформа для меня. Возможно, еще частично то, что я жила в такой период, когда вот именно технологии резко раздвинули границы того, как человечество развивается, то есть то, что мы перешли от раскладушек к таким умным телефонам. И, наверное, вот эта вот скорость тоже вот позволила, скажем, мечтать. Когда я была маленькая, и когда я училась в школе, и даже вот, может, даже ближе к окончанию школы, я не совсем понимала, какой набор профессий имеется, чем люди вообще занимаются, и насколько могут вот быть крутые вещи. И я, возможно, вот тоже вот ограничивала себя в том, что я могу делать, а что нет. Вот вы рассказывали, что вы закончили магистратуру и бакалавриат по компьютерной инженерии в Турции и в Будапеште, правильно? Потом вы начали подавать на очень много стажировок, пошли в Bloomberg, потом в IBM. Насколько, мне интересно, в какие компании вы еще подавали, сколько было у вас, например? Наверное, это стоит сказать, то, что я когда в Турцию прошла, там у нас тоже должны были быть обязательные стажировки, и там надо было закончить 2 стажировки за период обучения в 4 года. То есть эти 2 стажировки я делала в турецких компаниях, одну вот в Стамбуле, а другую в Анкаре. И, скажем, многому я там не научилась, но это был хороший опыт. Я поняла, например, то, что мне больше нравится работать в большой компании. Больше нравится, когда она такая полностью технологическая. Даже, например, если смотреть на Google, получается, грубо говоря, там больше 100 тысяч сотрудников, и получается, это огромный вариант команд, огромный вариант, получается, возможностей. Там есть, например, Google Play, например, Google карты, Google там Music. Когда я смотрю на свой бакалавр, я бы, например, могла бы проучиться в другом, более легком университете и поступить на, скажем, более хорошей стажировке и в итоге получить больше, чем я получила на данный момент. И то есть поэтому на данный момент, когда я советую людям поступать куда-то, мне больше именно, наверное, важно, на какие стажировки ты можешь в итоге поступить. И именно вот в этом плане, к сожалению, географическое вот расположение тоже очень важно. Диплом, он важен только до какой-то степени. То есть если у тебя есть диплом бакалавра компьютерного инженера, почти вот, если, скажем, университет такой средненький, почти вот неважно, откуда ты его получил, из какой страны. А вот важны именно вот стажировки. Если представить, например, что сейчас там нас может слушать какой-нибудь подросток, что бы вы могли сказать этому человеку? Что бы вы могли посоветовать? Распланировать то, что вот, получается, этот человек собирается делать последующие годы. Если это все распланировать, расписать и потом поставить себе вот сроки, и в то же самое время именно стараться ехать в те университеты, которые предлагают хорошие стажировки. Сколько всего наших соотечественников, которые работают в сфере искусственного интеллекта, примерно по миру? Как думаете, у вас есть такие цифры? Нет, к сожалению, потому что у нас нету какой-то базы данных, где мы сохраним, кто из Кыргызстана работает в какой компании. В плане роста она довольно молодая. И мне кажется, может, даже не больше 10. Что вы советуете новичкам? Сначала работать в стартапе или в крупных компаниях? Если вы новичок, вы можете просто постажироваться и в стартапе, например, пару месяцев, и в крупной компании пару месяцев и понять,